я сейчас хочу сказать как раз свои данные. А тут у меня уже работает, да, вы меня слышите. Я доктор исторических наук Романова Екатерина Назаровна, главный научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Ну, получается, что я у вас академический ученый. Но помимо этого я и профессор СВФУ, я работаю в Институте зарубежной филологии, вот, и работаю там в большой лаборатории, связанной с, называется лаборатория лингвистическая экология, и связана с сохранением языкового и культурного многообразия. Помимо этого у нас в институте тоже есть очень интересная лаборатория, которая называется лаборатория комплексных геокультурных исследований Арктики. Вот я руководитель этой лаборатории. Хочу сразу вам сказать, видите, у меня довольно широкий круг интересов. Получается, что я у вас этнолог. Помимо того, что я этнолог, получается, что я, если занимаюсь образами, то я у вас, наверное, мифолог. А так вообще я закончила Ленинградский университет, кафедру этнографии и специализировалась по мифологии и ритуалу народов Сибири. Вот, поэтому иногда я выступаю как мифолог-ритуалист. В общем, вот видите, как много разных, значит, интересных направлений есть. И сегодня я очень рада, что вы пришли, потому что я знаю, что сегодня очень холодно, вообще холодно. И то, что вы пришли послушать лекцию о очень важном, наверное, на сегодня вообще, о очень важной на сегодня теме, это для меня ну, как бы миссия такая, что как здорово все-таки, что вы прислушались, там, кто вас пригласил и пришли. Вот. Хочу сказать о том, что, ребята, вот 21 век, он очень сложный, потому что он, с одной стороны, очень технологический, с другой стороны, нет возможности как-то вот сесть и подумать о своем, посидеть и подумать о том, что насколько я в этот мир вписан, современный. У нас у всех нет времени, чтобы об этом подумать. Какие мы ценности сегодня должны пропагандировать или иметь с собой. Вот сегодня, наверное, я буду говорить о таком человеке, о такой фигуре, который ставил эти вопросы в 20 веке, который ставил эти вопросы и, к сожалению, не нашел на них ответы, был репрессирован. Вы знаете, что такое репрессирован за свои... Есть человек, который был репрессирован за свои идеи, репрессирован за свою деятельность. Но он тоже ставил эти вопросы в 20 веке, насколько я вписан в этот 20 век, какие должны быть ценности, как должен развиваться мой народ, ставить такие вопросы, что нужно для того, чтобы народ был счастлив. Я думаю, что все эти вопросы и сегодня очень актуальны. Так ведь, Аха? Так, ну, презентацию мою пока не несут, значит, ну, пока вот готовим мы эту презентацию. Хочу спросить у вас, вам сейчас, ну, в среднестатистически сколько всем лет? По 20, да? Да, я уже все дала. Ага. Тогда вот и тогда дальше, да? Вот на флешке, которую вы дали, там в формате фотографии? Биография. Давайте я вам сама поищу. Нет, оно вот там, вот в технике. Просто скажите. Нет, ксенофон. Вы открываете, там много докладов. Папка. Папка есть, по-моему, фильмы. Биографический. Нет, ксенофон. Как PDF.
Раз. Раз. Ага. Нашей республики. Ага. Вот. И поэтому давайте мы сегодня, значит, наша лекция пройдет в таком формате, да. Я буду рассказывать между моим неспешным разговором, буду часто обращаться к вам, потому что нам сегодня надо все-таки для себя понять, почему мы пришли на эту лекцию. И вообще, почему я сегодня пришла на эту лекцию и рассказываю вам. Значит, вас пригласили на лекцию, и лекция называлась «Ученые, опередившие время». Так вот называлась моя лекция. Вот. Но я хочу сказать о том, что пока опять включается презентация, хочу сказать вам о том, что у нас есть такой институт гуманитарных исследований, в котором я работаю, и там есть очень интересные сейчас направления и проекты, которые мы изучаем. И вот я являюсь руководителем очень важного, мне кажется, проекта, который называется «Интеллектуальная история Северо-Востока России». И рассматриваем мы там идеи, стратегии наших первых интеллигентов, первых интеллектуалов. Ну вот у меня пока опять что-то там не работает, задам вам вопрос. Кого вы бы отнесли к первым интеллигентам? Давайте фамилии скажем. Кто? Кулаковский. Угу, очень хорошо. Аюнский. Амосов. Это вы уже к советской интеллигенции переходите. А мне хочется знать, кто-нибудь дореволюционную нашу интеллигенцию знает? Дореволюционную интеллигенцию. Это конец XIX века. Василий Васильевич Никифоров, совершенно верно. Про него... О, боже мой, можно я туда пойду? Ага. Давайте. Извините, вот технические неполадки с этими флешками всегда что-нибудь да происходит. Наверное, барабашки шутят, да? Добрый день, дорогие наши гости, студенты, да? Спасибо, что в такой морозный, такой холодный день пришли к нам. Сегодня, 16 января наша республика отмечает день юбилей, 135-летие Гаврила Васильевича Кристофонтова, известного, выдающегося этнографа, североведа, юриста, экономиста, ученого первого из якутов, который очень много сделал для нас, для нашей республики, для будущего нашей республики. И сегодня мы пригласили для вас вот таких мастистых ученых, вот Екатерина Назаровна Романова, да, она выступит своим докладом, своей лекцией, посвященной Гаврилу Васильевичу Ксенофонтову. Гаврил Васильевич Ксенофонтов – ученый, опередивший время. Поэтому я лишнее много говорить не будем. Сейчас Екатерина Назаровна подойдет и начнет свою лекцию, свой рассказ. Конечно, можно. Конечно, можно. Вот это все можно. Это вы хотите потом это, да? Ага. Угу. Да. Ну, это технически у нас бывает такое всегда. Сегодня мы еще пригласили лектора. Дьячкову Альбину Николаевну, доцента, кандидата исторических наук, заместителя председателя экспертной комиссии при СУФУ, члена Президиума Совета наставников СУФУ. И если, да, будет возможность, мы послушаем еще лекцию нашего краеведа, методиста, отличника молодежной культуры, отличника культуры Республики Саха-Якутия Виктора Борисовича Борисова. Надеюсь, вам будет очень интересно. Чуть-чуть терпения, и мы начнем.
Ладно, тогда можно так, да? Без презентации можно, да? Ну, ничего страшного. Ага. Вот, ага. Опять идет. Ну, ничего страшного, бывает. Да, бывает, Господи, да. Ну, хоть... Слава тебе, Господи. Хорошо, немножко подождем. Так. Ага. Алена Юрьевна, вы Альбину Николаевну-то сюда приведите. Ага. Сейчас, подожди, там Харту. Пора лекции. Раз. Раз. А, вот это, да. Ну все, так. Сейчас они запустят. Да, а тут еще трибуна у нас есть. Ну как-то на трибуну слишком далеко не от вас. Меня вообще видно будет? Ну, посмотрим сейчас. Угу. Ну, давайте так. Мы с вами расстались, когда я спросила про дореволюционную интеллигенцию, и я услышала, кто-то крикнул «Неустроев». О каком Неустроеве речь идет? Об Урсике? О Константине Неустроеве, да? Или кто-то так вот Неустроев? Вы знаете, вот удивительно, что когда я со студентами разговариваю, очень мало кто знает, как у нас формировалась, как у нас развивалась наша якутская интеллигенция. Вы знаете, сразу хочу сказать одно. Вот этот стереотип, что Якутия была отсталой краем, окраиной Российской империи, совершенно как бы сходит, когда ты начинаешь заниматься именно интеллектуальной историей. Ты начинаешь понимать, какие были интересные траектории жизненные наших первых интеллигентов, кто где учился, кто кем был. И вы знаете, возникает такая гордость, что уже в конце XIX века, а потом и в начале XX века у нас был тонкий слой интеллигенции, интеллектуалов, которые могли, скажем так, развивать свои интересные проекты и быть наравне, а может быть даже и лучше многих наших российских ученых. Итак,
Первое, значит, о чем бы я хотела сегодня. Я понимаю, что сегодня у нас студенты не профильные, поэтому давайте начнем вот просто, как вот мне кажется, для вас было бы интересно, поговорим о биографическом мире Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Совсем недавно мы отметили его день рождения. 16 января было 135 лет Гаврилу Васильевичу Ксенофонтову. И вот, ну, наверное, более или менее близкое время мы знаем Льва Николаевича Гумилева, географа, которого считают одним из тех, кто проповедовал именно евразийскую концепцию. Вот видите, я тут пишу о том, что впервые о Гавриле Васильевиче Ксенофонтове Лев Гумилев узнал, когда был в ссылке, и прочитал его работу «Урадхай Сахалар», очерки по древней истории якутов. И здесь вот как раз он впервые выделяет Гаврила Васильевича Ксенофонтова как ученого, совершенно с таким новым мышлением, очень неординарного. Имя Гаврила Васильевича Ксенофонтова долгое время было в забвении. Еще, знаете, в начале 80-х годов было очень странно, что мы так тихонечко говорили о Ксенофонтове. Работы его хранились неопубликованные в архиве, и так вот он никак не мог войти в исторический контекст, вот, в нашу историю. Я называю это как память и забвение. То есть получалось так, что имя его, так как он был репрессирован и был связан, скажем так, с делом Аюнского, или его обвиняли в японском шпионаже, часто называли буржуазным, значит, именно ученым, поэтому имя его было в забвении. И вот, вы знаете, надо сказать, такое мужество его земляка Гермогена Устиновича Эргиса, это наш фольклорист, хангаласец, который, значит, вот впервые о нем написал в 1968 году, что есть такой ученый, и нужно обязательно, чтобы мы как-то обратили внимание на его научную биографию, вообще на мир. Семья, в которой родился Гаврил Васильевич Ксенофонтов, она уникальная. Вообще такие семьи, как семья Ксенофонтова, семья Афанасьева, семья Поповых, это удивительный генофонд, который дает вообще якутская земля. И вот я хочу сказать о том, что Гаврил Васильевич Ксенофонтов родился, надо сказать, в зажиточной семье. Его отец Василий Ксенофонтов был купцом, и, что очень важно, много очень сделал для города Якутска, я хочу сказать, да. Он был такой человек образованный, человек, который всегда хотел дать образование своим детям. Но так как в своей автобиографии Гаврил Васильевич пишет о том, что нас было много в семье, и я был отдан на воспитание другому человеку, Слепцову, и он воспитывался не у них. И вот я хочу сказать о том, что у этой семьи были, значит, получается, вместе с Гаврилом Васильевичем 5 сыновей. Вот как судьба трагически, ну, как бы сказать, таким вот, просто трудно мне об этом говорить, потому что мы сейчас на следующую страницу перейдем, где вы увидите, что все вот 4 его братьев так или иначе были подвергнуты репрессиям. Великолепный Аркадий, я о нем очень много потом нашла, его брат, который закончил в Москве технологический институт московский, вот, потом, значит, вот умер в лагерях, да, уже в Магадане. Вот, там такое очень большое тоже сделали политическое дело об инженерах. Вот, он как раз в связи с этим вот случилось. Вот, ну, про Павла Ксенофонтова вы, наверное, все знаете. Великолепный юрист, закончил Московский университет, юридический факультет.
партия конфедералистов, где он говорил, где самое главное его целью этой партии было то, что Якутия должна быть самостоятельной республикой, как Казахстан, как Узбекистан, тоже был расстрелян. Вот. Иван тоже, вот, его очень сильно, значит, такая тоже ситуация, что он потом отбывал в Соловках, очень много на разных работах. Константин, учитель, закончил Иркутский педагогический институт, вот, участвовал в повстанческом движении и, конечно, тоже, поняв, что он не принимает советскую власть, должен был эмигрировать в Америку. И потом, вы знаете, очень, конечно, страшно, пришла открытка отцу через какое-то время, где были русская диаспора в Северной Америке, написала ему о том, что ваш сын умер от ностальгии от тоски по своей родине. Вот, обратите внимание, какая страшная судьба этой семьи, трагическая судьба. И вот поэтому там в самом начале в альбоме отец, который пережил всех детей в 40-е годы, когда еще была война отечественная, написал: когда-то эта семья была такой счастливой, а сейчас вот так получилось, что уже к тому в 1938 году репрессируют, говорила Ксенофонтова, и у него ничего не останется, кроме его дочерей. Пойдемте дальше. Ну вот хочу сказать, что биография среды тоже очень интересная у Гаврила Васильевича. Он поступает в 1908. Сначала он учился в реальном училище. Вот вы, конечно, я сказала, не историки, но реальное училище – это такая кузница, в которой учились все наши лучшие сыны Якутии. Вот кто-то говорил про Кулаковского, тоже в реальном училище учился. Вот. После этого он поступает в Томский университет. Чуть повыше, пожалуйста, надо поднять эту биографию, если сможете. На что-то не поднимается? Что случилось? Томский университет, в который он попадает, в то время, конечно, в Сибири был один из самых лучших университетов. И, говорил Ксенофонтов, поступив в Томский университет, начинает изучать право. Он очень заинтересовался именно тем, что ему было интересно про народу узнать, как развивалось римское право, а затем и уже рассматривал и право в России. Был талантливым студентом, стал посещать кружок сибиреведения. В этом кружке сибиреведения он впервые встречается с очень известным идеологом областничества Георгием Николаевичем Потаниным. Что такое областничество? Идея очень интересная. Тогда Сибирь хотели сделать отдельной, скажем так, отдельной областью, чтобы, ну вот как республика. И поэтому он очень заразился этой идеей самостоятельности республик. Думаю, что тогда вот как раз у него и возникла эта идея, что Якутия должна развиваться самостоятельно. Вот. Он посещает этот кружок сибиреведения. Он вместе со своим земляком Алексеем Никифоровым, тоже был такой очень интересный студент, чуть старше его, вместе начали думать о том, как можно помочь своей республике, своей Якутии. Да? Вот. И так сложилось, что уже в эти годы они встречаются с Эдуардом Карловичем Пекарским. Это Эдуард Карлович Пекарский, это очень известный ученый, создатель нашего якутского словаря якутского языка, трехтомного. Когда-нибудь, если у вас появится интерес, пожалуйста, посмотрите. Это общий коллективный труд всей интеллигенции якутской, которая тогда собралась вокруг Пекарского. И вот как раз Эдуард Пекарский приглашает молодого Алексея Никифорова, друга, говорила Ксенофонтова, чтобы помогли ему составить краткий якутско-русский словарь. Говорил Ксенофонтов, начинает понимать, что язык и культура – это главные, может быть, составляющие, которые должны быть в основе
именно национальной, этнической идентичности. Ой, вот видите, как пошло. Вот здесь я хотела, вот как раз я про Пекарского вам говорила, здесь я хотела вам показать очень интересных, значит, вот Георгий Николаевич Потанин, да, вот. И вот видите, какой красивый молодой студент Ксенофонтов. Кстати, хочу сказать о том, что говорил Ксенофонтов, вообще вот тут сидят молодые девушки, он с самого, когда приехал в Томский университет, на него обратили сразу же внимание. Он был очень красивый молодой человек, очень красивый и с очень хорошим русским языком. Если я посмотрела его университетский диплом, когда он закончил Томский университет, у него очень хорошие были оценки по языкам вообще. Греческий, римское право, там на римском языке, надо говорить на латыни и так далее. Вот к языкам у него вообще было очень большие способности. Помимо этого, в школе его называли якутским Архимедом. Великолепные у него были знания по математике. И поэтому все вот это, его эрудиция, вообще внешний вид, он прекрасно всегда выстраивал все свои речи. Все это привело к тому, что когда он закончил Томский университет, его хотели оставить на кафедре. На кафедре судебного права был такой очень известный там профессор Розин Николай, который говорил: оставайся, я очень бы хотел, чтобы ты работал у меня на кафедре. Он отказался, он уже получил адвокатский диплом, сказал, что я буду адвокатом. Но я вам просто хочу сказать, что этот Николай Розин, юрист, потом переезжает в Петроград, и вы представляете, вот он отметил нашего Гаврила Ксенофонтова, да? Он сразу понял, что это национальный лидер будущий, и что он мог бы сделать очень много еще и в юриспруденции. И когда он приезжает в Петроград, Николай Розин, ему попадается еще один студент. Он начинает уже преподавать в Петроградском университете. Кто-нибудь знает фамилию философа Петерим Сорокин? Вот два ученика у Розина. Один национальный лидер, Ксенофонтов, и, конечно, философ Петерим Сорокин, который потом переезжает в Америку и создает свою американскую социологическую школу. Вот видите, как интересно увидеть в самом начале ученика, учителю. После этого вообще все говорят о том, что большой видится на расстоянии. Мы всегда думаем, что говорил Ксенофонтов, это якутский интеллигент, якутский ученый. Нет. Вот все его формирование, его научной картины мира, вообще его общественных взглядах формировалось в Томском университете, и уже все стали замечать, что говорил Ксенофонтов. Это будущее научного мира России. Вот. Я хочу сказать о том, вот разделили мы нашу биографию Ксенофонтова на томский период. Есть, конечно, у него автономистский период, то есть тогда, когда он стал работать именно в Якутии. Девушки, молодые дамы приходили в суд с утра и записывались, если видели, что стоит в программе, что сегодня будет выступать адвокат Ксенофонтов. Потому что все знали, что все речи, которые бывают обвинительные или, наоборот, защитные речи Ксенофонтова, это своего рода прям спектакль, поскольку он всегда начинал свои лекции с латыни, как всякий адвокат, затем переходил на русский язык, а так, если у него были в его делах, значит, уже и якуты, то переходил на прекрасный якутский язык. То есть занимали прям первые места, вот как здесь вот мы сидим, дамы, и смотрели, потому что это был молодой, еще не женатый, Гаврила Ксенофонтов, адвокат. Весть о том, что есть такой адвокат молодой, который выиграет все дела, разнеслась далеко по Якутии, поэтому уже все знали, что есть вот такой вот у нас юрист Ксенофонтов.
В это время, это где-то уже еще до революции, он потихоньку начинает все-таки понимать, что нужна письменность якутам. Появляются его памфлеты, статьи в разных газетах якутских, допустим, «Якутские вопросы». Нужен ли нам университет? Нужна ли нам якутам письменность? Все начинают понимать, что здесь, в Якутске, появляется очень яркий и общественный лидер. Василий Васильевич Никифоров, тоже мне сказали о нем, становится с ним соратником. Мало того, он понимает, что говорил Ксенофонтов, и Василий Васильевич Никифоров понимает вообще в якутской уже обществе, что это два лидера, которые очень многое могут сделать для развития республики. Отец Гаврила Васильевича был знаком с Василием Васильевичем Никифором. Есть тоже такая гипотеза, что на то, что Гаврил стал юристом, повлиял Василий Васильевич Никифоров, что он тоже был юристом. Вот. Итак, грянул 1917 год. И в 1917, да, вот видите, я вот здесь вот тоже хотела сказать, что тут как-то мы идем странно. Говорил Ксенофонтов, фигура очень яркая. Вообще, если вот так вот подумать, в те годы, после революции, это такой, знаете, очень важный, скажем, формирующийся интеллектуальный, скажем, такой универсум, где были и Семен Андреевич Новгородов. Семен Андреевич Новгородов, надеюсь, знаете, создатель якутской письменности и якутского алфавита, букваря. Вот. Василий Васильевич Никифоров я уже назвала вам, да. Вот. Здесь, конечно, тоже есть очень интересные люди, вы посмотрите, да. Может быть, кто-то тоже знает. Кузьма Гаврилов, экономист первый. Что я хочу сказать о том, что вокруг Василия Васильевича Никифорова и Ксенофонтова, так как они потом еще, он создает свою партию федералистов, сначала она называлась «Свобода», об этом вам больше, наверное, расскажет Альбина Николаевна, вокруг Ксенофонтова именно начинает формироваться такая элита, интеллектуальная элита Якутии. Говорила Ксенофонтова очень далеко идущие цели, у него есть партия, он прекрасно образован, он может говорить наравне со всеми своими оппонентами, и он принимает февральскую революцию, как я сказала, но затем наступает Октябрьская революция. Вот. Его привлекают к тому, чтобы он переделал судебную реформу, но, говорил Ксенофонтов, начинает разочаровываться в советской власти. Сын богатого купца, начинается вот это классовое разделение в советском обществе. Богатые, бедные, тойоны, бедняки. И очень многие стали говорить о том, что Ксенофонтов, он является сыном тойона. Он не сможет понять нас, крестьян, скажем, там, бедняцкое население, хотя он очень часто выигрывает дела именно тех людей, которые к нему обращаются. Это люди, увы, как-то не с богатым кошельком, это те люди, которые просто доверяют ему. Он очень много делает для того, чтобы они победили. И в документах часто пишут о том, что он никогда не брал дела, которые были связаны с богатыми какими-то людьми. Чаще всего это был очень народный тогда адвокат. Вот. И он видит также вот это расслоение, и начинается, конечно, война. Вы помните, уже начинается война в 20-е годы, и он понимает, что он видит, что начинается диктатура красного террора, что его народ разделился на две стороны, красных и белых. Он против этого. Он разочаровывается в общественной, в политической деятельности. Он понимает, что он не сможет служить
этой власти. И в 25 году, так получается, закончив судебную реформу, ему дают отпуск, и он уезжает в Иркутск для того, чтобы свое образование продолжить. В это время, кстати, я хочу сказать, что он уже очень много начал заниматься научной деятельностью. И вот есть такой период у него, иркутский период, очень интересный иркутский период, где он свою общественную линию, что нужно развивать язык, культуру, быть самостоятельным, как бы переносит на страницы своих книг и исследований. Он заканчивает востоковедные курсы общественного факультета, начинает очень много заниматься языками, монгольским, бурятским. Для него он начинает выстраивать очень интересную концепцию, которая потом будет называться евразийской концепцией, где впишет историю маленького народа Саха в общетюркский мировой контекст. И вот начинается его иркутский период, как я сказала. Его берут на кафедру археологии известный ученый Петри, археолог, и для него начинается тот период, когда он начинает творить. 28-й год был очень сложный для Гаврила Ксенофонтова. Расстреляли его брата, как лидер конфедералистской партии. Умирает его сподвижник, да, Василий Васильевич Никифоров. До этого, по-моему, в 26 году умерла от первых родов его любимая женщина, кандинская Наталья, его первая супруга. И, конечно, Гаврилу Васильевичу было очень сложно все это. И он ему начинает понимать о том, что ему нужно каким-то образом постараться себя, вот не зря я говорю о биографическом мире, себя найти в этом мире. И очень важно, что он решил бороться уже, скажем, с такой вот советской властью. Он называл, что это некий оставшийся колониальный дискурс. Вот, как я сказала, начинает он разные дискуссии со своими оппонентами, учеными. Вот. Тут как-то у нас презентация пошла уже дальше. Я хочу сказать о том, что тут очень сложно, потому что Гаврил Васильевич стал писать в стол. Его нигде не принимали, потому что я сказала, что Гаврил Васильевич Ксенофонтов начинает говорить о том, что существуют другие народы в СССР, и что не надо выстраивать и конструировать советский общность одну, советский народ. В 1938 году у него появляется книга «Уранхай Сагалар», которая вызвала очень большой, конечно, скажем так, шок вообще у советских этнографов, потому что это было просто поразительно, как человек, который замахнулся на то, что у якутов есть у народа Севера, тогда якуты входили в народы Севера, есть своя собственная история. Гаврил Ксенофонтов всегда писал о том, что нет маленьких народов, нет неисторичных народов. Все народы проходят разные этапы развития. И поэтому якуты точно так же, как евреи или другой народ, сохраняют свою культуру. И он называл Исех, праздник, Илиаду, то есть миф об Иляе, Ветхим Заветом, который сохраняют здесь, на севере, сохранили на севере предки якутов. Все это вызывало, конечно, недоумение. И вот в 25-26 году он едет в Бурятию, первой его экспедиции на Ольхон, потому что для него очень интересно его новый метод, который он назвал потом кросс-культурный. То есть для него очень важно было понять, а как же вот рядом наши соседи, давайте посмотрим вообще культуру якутов, она настолько древняя. И он ездит в экспедиции, он побывал на Ольхоне, он побывал в Западной Бурятии, это Иркутская область. Я была как раз вот в экспедиции по следам Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Хочу сказать о том, что вот эта часть западных бурят, они шаманисты, и поэтому Гаврил Васильевич очень много записал шаманских мифов, различных обрядов. В
Вы знаете, он не знал бурятского языка, но у нас в архиве хранятся тексты на бурятском языке. Были вызваны эксперты, наши бурятские исследователи, этнографы, которые должны были прочитать тексты, которые написал Гаврил Васильевич. Они были очень поражены тем, что Гаврил Васильевич со слуха записывал бурятские тексты, и они читабельны. То есть они их прочитывали. Они говорят, что за уникальный у вас ученый, который может со слуха сразу же писать бурятские слова. Вот хочу сказать о том, что очень многие обращают внимание на эту черту характера. Также в 20-е годы Гаврил Васильевич поехал к Исейским якутам. Знаете, где находится озеро Исей? Это Красноярский край. Понятно, что там тоже у нас есть этнолокальная группа якутов исейские. Вот он туда поехал. У нас хранится словарь северных наречий, где якуты исейские уже много говорят на эвенкийском языке, там эвенки проживают. Вот. И он записал и этот словарь. То есть хочу сказать о том, что удивительная способность сразу почувствовать язык. Вот почему он очень много внимания уделял всегда словарям, словарной работе, языковой работе. Вот. Второе, на что, для чего он это делал? Зачем он ездил от Енисея до, скажем, Амура, искал разные, значит, близкие к предкам народа Саха, разные элементы культуры, материальной, духовной. Для того, чтобы показать, что якутская культура магистральная. Вы знаете, есть такое понятие в культурах – магистральные культуры и локальные культуры. Если обратиться к словарю Брагауза, Ефрона, это в начале 20 века, конце 19 века есть этот словарь. Если вы посмотрите, там есть такое якутский язык. Так вот, якутский язык считался в то время языком торговли. И его от Енисея до Сахалина купцы наши якутские ездили, продавали, поэтому очень многие те народы, у которых, где они были, где они продавали, а те покупали, знали якутский язык. Его называли прямо якутский язык как салонный французский язык. Вы представляете? Вот поэтому говорил Ксенофонтов и пишет о том, что якутская культура была магистральной культурой. И впервые у Ксенофонтова появляется такой термин – степная Арктика. Этот термин я дальше развела, у него немножко по-другому. Он написал такую очень интересную книгу «Скифы на берегах Лены». Ксенофонтов впервые обратился к Илиаде как к чему? Как к памяти юга. Потому что вы знаете, что Иляй, прародитель народа Саха, считается, что пришел к нам с юга, а Магой здесь жил всегда. И вот тогда появляется очень интересная концепция помнящей культуры. Также он, Юранхай Сахалар, свою книгу строит на легендах, на эпосе, именно как помнящей культуры. Все это просто-напросто, знаете, удивляло, как у нас ведь марксизм, ленинская теория о едином советском человеке, а тут вот говорил Ксенофонтов, применяет какие-то совершенно ненужные для нас и, самое главное, вредные для нас методы исследования. Ксенофонтов, я вам не стала раньше говорить, прекрасно читал на немецком языке. Если посмотреть архивные его данные, он иногда переводил Гёте. Он берет Гёте и делает свой перевод на немецком языке. Вообще уникальная личность, творческая, настолько многогранная. И вот почему я стала говорить про немецкий язык. В 30-е и 20-е годы в советской, вообще в этнографии мировой в большей степени был так называемая немецкая школа этнологии. Это больше этногеографический метод, когда смотрят на ландшафт и считают, что природа и ландшафт очень влияют на культуру. Ксенофонтов вот как раз был сторонником немецкой этнологической школы. Это большой минус. Он становится кем? Он становится просто-напросто человеком чужим, инаковым
советском официальном научном дискурсе. И вот потихоньку, конечно, его оппоненты начинают писать на него разные докладные, записки. Вот он там-то выступил вот так, он вот тут-то написал так. В 30-й год он переезжает в Димитровгород, это Подмосковье, чтобы закончить свой второй том «Уранхай Сахалар». Его взяли в 1938 году, в марте месяце. Он, значит, оставил рукопись на столе, называлась «Миф о Сыне Божьем, у якутов, турков, монголов». Вот это последняя работа, которую он не дописал. Ему предъявили политическое обвинение, как я сказала, в японском шпионаже, о том, что вот он был в свое время, имел свою партию, и в августе его репрессировали. Его просто расстреляли. И у нас так получилось, что имя Ксенофонтова вот с этих, скажем, конца 30-х годов до 80-х годов было в забвении. Я начала свою лекцию с того, что я сказала, что впервые в 1968 году Эргес сделал доклад в Покровске о том, что есть такой ученый. Вы знаете, нам очень горько осознавать ученым, современным нам, которые сейчас работают с архивом Ксенофонтова. Вы знаете, архив привезли в конце 60-х годов в мешках. Просто все схватили, Емидра завязали и отправили в Красноярск. Его жена вторая, женщина, конечно, которой тоже надо ставить памятник, поскольку она печатала последние его работы. Вот она писала Эргесу: пожалуйста, заберите архивные материалы Ксенофонтова, поскольку война, поскольку тут бомбят, и все может быть случится так, что вы никогда не увидите этих работ. Потом эти работы были привезены родственниками в Красноярск, и очень жалко, что цесарская племянница писала: нам очень холодно, мы начинаем топить материалами Гаврила Васильевича печки. Поэтому, когда меня спрашивают про второй том, что я могу сказать? Я могу сказать о том, что он мог пропасть, когда Гаврила Васильевича пытали именно в КГБ, вот в этих застенках, да. Все сжигали, наверное. Там могла пропасть эта рукопись второго тома. А может быть, тогда вот, когда сжигали в Красноярске от того, что было очень холодно. У нас сегодня 16 тысяч единиц страниц составляет наследие Ксенофонтова. Начинаем работать с этим наследием мы уже давно. Сначала с этим наследием работали, приводили в порядок, скажем так, наши старейшие деятели науки, Прокопий Елисеевич Ефремов, фольклорист, тот же самый Эргес, а потом, конечно, уже более молодое поколение. Вот. Сейчас, слава Богу, мы сканировали архивное его наследие, и с этого года будут выходить уже тома. Вы знаете, вот в понедельник был круглый стол, и я на этом круглом столе сказала такую вещь, что очень горько осознавать, что мы это делаем в 21 веке, потому что все его работы, в которых он писал о том, что евразийская концепция должна начинаться с концепции северных тюрков. Якуты смогли сохранить здесь коневодство, скотоводство, довести его до полярного круга. Это уникальная ценность культуры. Тогда это было не услышано, потому что, конечно, тогда было, я же говорю, такой вот, знаете, колониальный, как он сам пишет, дискурс: все народы должны были быть советским народом. Нет культур больше. И вот сегодня я говорю, что когда мы начинаем разбирать его архив, мне становится немножко горько за то, что мы в забвении. Оно было, это имя, оно только начало в 90-е годы. После меня будет лекция Альбины Николаевны Дьячковой, ученый, которая написала о нем впервые. А я встретилась с Ксенофонтовым, с его рукописями, с его миром биографическим в Ленинградском университете. На втором курсе, 19 лет,
мне было, я пошла в библиотеку, взяла работу «Шаманизм. Избранные труды». Тогда вот это были легенды и рассказы о шаманах у якутов, тунгусов, бурят. И тогда увидела его портрет. На меня смотрел очень красивый мужчина с удивительным взором. Я сразу понимала о том, что как много таит эта фигура. И вот видите, с 19 лет я потихонечку начала заниматься Ксенофонтом. Впервые, наверное, мы ввели в научный оборот в томе «Истории якутов» его концепцию. Впервые, наверное, мы написали много статей, где рассказываем сейчас, стараемся показать о том, как он воевал. Ну, просто скажем, другого слова я не могу подобрать. Воевал на страницах своих статей и книги, что есть понятие национальной идентичности, что есть понятие национальной культуры, что не только якуты, но и другие народы, которые живут в Якутии, имеют свою собственную историю. Вот такой вот человек, который опередил свое время, которого назвал Гумилев евразийцем, которого я называю, что это был человек нового типа, именно евразиец, который всегда смотрел вперед, опередил свое время в научных изысканиях, в своих общественных. Он считал, что Якутия должна быть демократическим государством. Все его адвокатские дела, все его юридические законы были связаны только с одним, что все должны быть равны перед законом. Но неужели сегодня все его идеи несовременны? Вот почему я очень хотела, чтобы вы сегодня пришли, послушали и поняли, что говорил Василий Ксенофонтов, это очень востребованная и актуальная личность сегодня. Человек, который хотел, как вы. Вот я говорю, что в 20 лет, 20 с лишним лет он приезжает сюда юристом и начинает свою адвокатскую деятельность. Он очень молодым уезжает уже в Иркутск, но потом вот уже у него умер, получается так, в 1888 году он родился, в 1938 году его не стало. 50 лет, да, получается? Ушел из жизни. Это самое, что ни на есть, возраст активный для мужчины, для того, чтобы он что-то делал. Вот поэтому, когда говорю, я начинаю смотреть на его архив, сколько работ, какая переписка со всеми лучшими тогда учеными. И начинаю думать о том, что горько осознавать, что мы сегодня только в 21 веке начинаем узнавать этого человека. Жизнь трагически закончилась. Но хочу сказать вам о том, что самое главное, наверное, сегодня все-таки понять, почему Гаврил Васильевич отдал эту жизнь. Почему? Он мог быть действительно, ну, как бы сказать, свыкнуться с этой мыслью, что он будет просто ученым. Он не смог этого сделать. Потому что, я говорю, это человек, который опередил свое время. Он всегда хотел, чтобы Якутия была свободной, развитой, демократической. И для него очень важно было отстаивать эти интересы. На суде у него спросили про его книгу «Ранхай Сахалар». Он сказал, это не преступление любить свой народ. Я написал эту книгу, потому что я люблю свой народ. В 1938 году он был и репрессирован. Задаю вам вопрос, дорогие мои студенты. Знали ли вы этого человека до того, как я вам рассказала? Слышали ли, как говорили Василий Ксенофонтов? Что? Вот вы Ксенофонтович, но это Павел Ксенофонтов. Вы знаете, и представьте себе эту семью, мать и отца, которые потеряли 4 сыновей, просто интеллектуальную элиту в то время нашей Якутии, и пережили их. Вот почему в альбоме, я говорю, есть такая запись. Эта семья была когда-то очень счастливой, а теперь они остались одни. Вот поэтому, наверное, заканчивая свою лекцию, вы можете потом мне вопросы задать, хочу сказать о том, что когда в этом историческом парке бывают такие лекции, которые связаны с биографией людей, которых мы, может быть, только слышим их фамилии, но чтобы узнать о них,
чтобы понять, что это были за люди, как они, может быть, в свое время переживали, страдали за что-то. Кстати, хочу сказать, что Ксенофонтов был очень непростым человеком, он был сложным. Он был сложным человеком, но он был очень романтичным. Для девушек хочу сказать вот о чем. Читая его архивные документы, я обнаружила очень интересные личные его письма, где он пишет, что такое любовь. Для него любовь – математическая формула. Имейте это в виду, очень интересно. Любил очень свою жену, тоже могу маленький такой пример привести. Наталья Кандинская была одной из очень красивых девушек Алюхминского вуза. В Якутске они держали дом Кандинский. Он приходил тогда, когда работал, значит, здесь в Якутске, на репетиторство. Математикой занимался со старшей сестрой Наташей Кандинской, да? И все говорили: боже мой, по-моему, Гаврил влюбился. Наверное, он женится. Раз приходит на репетиторство и математикой занимается со старшей сестрой Натальей. А он полюбил сестренку. Вот такая тоже очень интересная романтичная история была. Вот. Это человек, у которого были свои жизненные рефлексии, безусловно. Он, может быть, что-то терял, что-то приобретал. Я всегда, когда смотрю на героев своих, я всегда вижу их просто как людей. Но я восхищаюсь Гаврилом Ксенофонтовым в том, какой он был патриот. Какой он был патриот и как он, что очень важно, он был очень достойным сыном своей семьи. Мало того, что он, наверное, очень правильно ставил вопросы о развитии Якутии. Спасибо. Прекрасным оппонентом. Мало того, то, что он учился на адвоката, давало ему выстраивать великолепные защиты своих идей. Прекрасно пишет, стиль, посмотрите, почитайте его вот работу про Уранхая Сахалара, вы увидите. Я сегодня хочу вам прям вот с уверенностью сказать, я еще не нашла такого ученого, который так прекрасно пишет, чтобы было ясно всем вам, которые не связаны, может быть, с наукой, и нам, ученым, как можно выстраивать логику своих мыслей. Это мой герой. Так, у кого какие вопросы, можете задавать по очереди, не стесняйтесь. Отнесу. Ну, если, ребят, вопросов нету, я думаю, что лекция должна была быть, наверное, для вас полезной, потому что 20 лет – это время выбора, жизненного выбора. Я очень хочу, чтобы такие люди, которые стояли у истоков нашей государственности, у истоков того, что вот институт, кстати, тоже очень большое значение имеет, что мой институт образовался благодаря концепции Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Я думаю, они должны стать для вас примером, они должны для вас стать тем, что вы должны подумать, а как нам дальше быть, как нам сделать так, чтобы наша Якутия развивалась дальше. Давайте так закончим тогда. Спасибо вам большое, да, Екатерина Назаровна. Разрешите вручить благодарственное письмо, уважаемая Екатерина Назаровна. Выражаем вам искреннюю благодарность за участие в проведении открытых лекций, приуроченных к 135-летию Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Спасибо вам большое за сотрудничество. И надеемся, что Екатерина Назаровна нам не откажет и будет всегда приходить к нам как очень мобильный, современный, научный работник. Вот так должны быть, да, ученые.
Вы знаете, иногда есть еще образ ученого вообще в современном мире. Почему-то считается, что ученые очень сушеные, сидят в кабинетах. Меня Гаврил Васильевич очень многому научил. Он очень, я же сказала, был не таким человеком сложным, но романтичным, ярким, удивительным. Архив Ксенофонтова меня учит до сих пор. Я понимаю, что должна быть эмпатия. Такое ощущение, что ты должен чувствовать свой материал, которым ты занимаешься. И вот я вас очень призываю к тому, мои хорошие, вы все биологи, наверное, если это естественный, что вы должны любить свое дело. У вас должно быть ощущение горящих глаз Ксенофонтова. Вот если портрет был, вы бы увидели его глаза. А Кладников, есть такой академик, был такой академик, который говорил, я первый раз пришел на кружок, который говорил Ксенофонтов, я был поражен красоте этого якута, у него горели глаза, и он что-то очень отстаивал так вот ярко. На всю жизнь у меня это запомнилось. Вот поэтому я желаю вам, чтобы вы чувствовали свое дело, и по мере возможности, конечно, приносили вклад нашей республике. И разрешите вручить вам вот наш небольшой подарок. Это книга о топонимике. Для работника научной сферы очень, думаю, пригодится. Конечно. Да. Так, все вместе. Все вместе. Ага. Чуть-чуть можно отдохнуть. Так, ребята, уважаемые наши слушатели, хочу сказать вам, что следующий докладчик у нас будет Дьячкова Альбина Николаевна. Она выступит с докладом Гаврил Васильевич Ксенофонтов, ученый и общественно-политический деятель. И в связи с этим у нас возникают некоторые нюансы. И с извинением хочу вам сообщить, что доклад краеведа нашего сотрудника Виктора Борисовича Борисова строился на монументальной работе кандидата исторических наук Альбины Николаевны Дьячковой, то доклад Виктора Борисовича отменяется, так как в этом случае будет тавтология доклада. Но сейчас мы ждем Дьячкову Альбину Николаевну. Можете чуть-чуть 5 минут передохнуть. Вот это надо, наверное, вам Сюда положить. Сейчас я только вот эти вытащу. Может, смотри, как надо ехать на работу. Думала, как машинист. Вот, наказание. Хорошо, говори. Сейчас я выбегу сразу, пойдем. Скажу, что я закончила. Алена Юрьевна, идут, да? Ага. Как у вас там? А чтобы он приехал? Он уже, по-моему, здесь. Ах, Постхарт. Столько меня теперь все надо. Алена Юрьевна. Угу. Сейчас она вас проведет. До свидания. Я вам еще напишу. Хорошо.
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели, студенты. Перед вами сейчас выступит Дьячкова Альбина Николаевна. Вы, наверное, ее знаете все. Доцент, кандидат исторических наук, заместитель председателя экспертной комиссии, член Президиума Совета наставников СУФУ. Тема доклада Гавриил Васильевич Ксенофонтов, ученый и общественно-политический деятель. Здравствуйте. Так, приветствую вас. Так, а тут свет, да? Он будет мешать, да? Подожди, куда это я делаю? Ну-ка. Так, вперед сюда и все, да? Ага. Ага. Так, ну, прежде чем начать, значит, свой, можно сказать, рассказ, лекцию, да, я хотела бы спросить все-таки, фамилия вам известна? Ксенофонтов? Так? Вот я хочу молодежь спросить. Так, что вы знаете о Ксенофонтове? Вот, потому что мы пройдемся по его биографии. Вот, то есть, ну, те же годы, в которых вы сейчас проживаете. Вот, я думаю, будет интересно все-таки, как и из чего рождаются великие люди. Вообще биография, она любого человека представляет интерес. А вот таких неординарных людей, вот с такой его биографией, наверное, человека не найти. Я сразу скажу, в чем уникальность, так? Ага. Маску? Можно? Хорошо. Вот. Ну, что я хочу сказать, что действительно она уникальная, биография Гавриила Васильевича Ксенофонтова. Вообще нужно сказать, что это представитель интеллигенции, национальной интеллигенции, которая формировалась именно в начале, или сложилась, можно сказать, национальная интеллигенция. Ее вклад в общественное развитие нашей республики, конечно, огромный. Она совершенно не раскрыта, если уж так говорить, да, но процесс идет, и, значит, отдельные представители изучаются. В чем причина недостаточного изучения? В том, что, значит, многие материалы, значит, просто отсутствуют о них, поскольку многие представители нашей национальной интеллигенции подвергались преследованию, вот, были осуждены. Вот. И, естественно, конечно, многие объявлялись просто врагами народа. Ну что же говорить, если даже такие люди, как Аюнский, Барахов и другие, вы их знаете, в смысле, они у вас на слуху, даже они были репрессированы. Вот. Поэтому, а что говорить о наших представителях нашей национальной интеллигенции? Причем, конечно, это связано с их активной такой, скажем, позицией, общественно-политической позицией в этот период. Нужно сказать, Гавриил Васильевич Ксенофонтов родился в 1888 году. Мы ведь отмечаем в эти дни 135-летие, так? И прожил он 50 лет. Вот, скажем, умер, вернее, мы, скажем так, был погиб, или, как говорят обычно, он был репрессирован, вот, казнен в 1938 году. Вот за 50 лет мы фактически, значит, его изучаем в трех, как бы, лицах, так, ипостасях. Что это такое, да? Вот когда я так говорю, многие не понимают, как это так в трех лицах. Дело в том, что, значит, он за эти 50 лет сложился как профессиональный. Угу. Ага. А я еще не начала, поэтому буду... это. Ага. Хорошо. Угу. Как профессиональный, во-первых, юрист, поэтому вот тема как называется, ученый, политик, юрист, так, хотя он начинал, конечно, с юриста.
Вот. Потом стал политиком, причем одним из ярких политических деятелей, да, я в биографии об этом расскажу, вот, и, конечно же, великим ученым. Вот, значит, и так сложилось, что, значит, историческая обстановка, конечно, способствовала тому, что он, значит, проявлял себя именно в этих ипостасях или вот проявил эти качества. Причем к 30 годам, допустим, мы скажем, да, он сложился как профессиональный юрист уже к 30 годам. Тогда как фактически свою деятельность он начал в 25 лет. Представляете, да? Вот. Сегодня мы, к сожалению, можем говорить только о начале там, карьеры и так далее. Ну, у людей по-разному складывается карьера. Так вот, значит, что способствовало, какие объективные обстоятельства? Конечно, ребята, та эпоха таких разительных, кардинальных изменений. Ну, во-первых, это связано с революцией, первой русской революцией, безусловно, потому что Якутия, как и другие регионы, несмотря на то, что она находилась в отдалении, она реагировала очень, скажем, на все эти процессы. И, наверное, из многих регионов, которые ближе к центру находились, она была самая в этом плане развитая. Понимаете, да? Вот. Более подготовленная. Дело в том, что здесь проходили ссылку несколько представителей нескольких, скажем, периодов ссылки. Представляете, да? Но особое значение, конечно, имели народники и социал-демократы. Вот. Это их ссылка падала на вторую половину XIX века, скорее всего, на конец XIX века и начало XX века. Вот. Поэтому, значит, данный регион абсолютно не был какой-то забитый, глухой и так далее. И, конечно, этого не скажешь о грамотности населения. Поэтому я начну с биографии Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Он родился в большой семье, вот его родители, значит, в молодости. Значит, если от вас смотреть, значит, справа это брат жены, жена и мать Ксенофонтова в молодости, они только поженились, вот сидит в середине, и слева, получается, у вас слева, это, конечно, его отец, Василий Никифорович Ксенофонтов, и мама его, и отец, они происходили из зажиточной семьи, вот, и, значит, всего в их семье родилось 9 детей, из них 6 мальчиков и 3 девочки. Здесь, кстати, вот вторая фотография, Гаврил Васильевич Ксенофонтов с женой, но он волею судьбы был дважды женат, хотя фактически с его биографией, как говорится, иметь и дважды жениться было совершенно невозможно, но жизнь есть жизнь. Вот первая жена в молодости умерла при родах, вот поэтому он полностью отдался науке, это были первые годы 20-е годы, вот. А здесь мы увидим, значит, других членов семьи, вот его вся большая семья. Ну вот в центре вы видите, да, их мать и отец, вот, Екатерина Максимовна, его мама. Так, здесь вот сестры, значит, Евдокия и Лена, и с той стороны вы видите Татьяну, 3 сестры. Значит, братья, вот стоит с моей стороны, будем, да, слева направо, значит, верхний ряд, это Иван, вот, далее идет Илья, вот, дальше идет, вот, Илья и Аркадий, вот там, где Таня стоит, да, с ним, Илья и Аркадий, они погодки, значит, 901-902 годов рождения, самые младшие сыновья. Вот в самом центре стоит Константин. Это тоже образованный человек, закончил учительский институт,
в Иркутске, но судьба его сложилась совершенно тоже по-другому. А вот стоит следующий Павел, тоже знаменитая личность, вот, и юрист, также и Гаврил Васильевич Ксенофонтов. Он был образованным человеком, закончил Московский юридический университет, вот, но, значит, в связи с событиями 20-х годов, когда он создал, значит, партию и выступил с резкой критикой советской системы, он был репрессирован. Вот. И, значит, сам Ксенофонтов рядом с отцом сидит. Вот это вся его семья в начале века, когда они переехали в Москву, ну, сыновья взрослые уже, видите. Вот. Гаврил Васильевич, значит, по какому случаю они снялись? В 1913 году он закончил Томский университет. Вот. И по его приезду с этим событием вот они снялись на этой фотографии. Так, сначала давайте мы пройдем. Вот, вот здесь вот Гаврил Васильевич Ксенофонтов во время учебы в гимназии. Реальное училище он закончил. Вот. Здесь его брат Павел, о котором я говорила, с своим племянником по матери. В девичестве фамилия матери Кириллова, вот это племянник ее, получается двоюродный брат. Так, значит, это одна старшая из сестер старшая Елена, вот ее дочери. Кстати говоря, поскольку большая часть вот представителей этого семейства не успела обзавестись семьей, вот сестры имеют потомство. Ну, скажем, что вот они живут в Якутске, это внуки и правнуки вот, Елены Васильевны. Вот. Дальше. Так, это тоже Павел в молодости, во время учебы в университете. Так, ну это, значит, сестра та крайняя, получается, справа, так? Справа. Вот это сестра Ксенофонтова со своими сокурсниками. Вот, все получили образование. Уже на склоне лет его отец и мать. Вот. Я расскажу об отце. Ну, отец, конечно, как я уже говорила, происходил из зажиточной семьи, но это была достаточно такая семья. Он, значит, избирался в члены улусной управы, был головой, или, как говорят, головой улуса, вот, и имел, естественно, скот, да, причем большое количество скота, и по исследованиям уже наших ученых-историков, Георгия Прокофьевича Башарина, имел также большие посевы площади, да, засеивал зерновыми. Вот, поэтому нужно сказать, что, конечно, семья была зажиточная. А вот в начале века он переехал с семьей со всей в город. Переехал в город, и, значит, здесь он начал заниматься, скажем, как мы сегодня говорим, бизнесом. Вот. Он подрядился, значит, скупать продукты и, значит, переправлял на прииски. То есть, все вот основные продукты, питание, вот, и был домовладельцем. Так что он имел возможность, конечно, дать образование всем своим детям. Ну, а жена была его, значит, его жена, да, домохозяйкой. Так, если вспомнить дом их, значит, это, наверное, старшее поколение помнит, по улице Петровского была детская поликлиника.
Кто-нибудь помнит? Вот, конечно, она снесена детская поликлиника, мои дети там, значит, лечились, на учете находились. И вот большой дом, деревянный, конечно, один из лучших домов в городе Якутске, но поскольку он был домовладельцем, у него было много домов, так он, естественно, сдавал эти дома в аренду. Вот, поэтому, конечно, у него был достаточный такой капитал, вот, для того, чтобы... Но он был и меценатом. В литературе вы иногда прочитаете, да, вот, меценатом, потому что мы знаем, что и в годы войны, особенно сам Гаврил Васильевич занимался сбором средств вот, на войну, помощь бойцам, раненым и так далее. Так, ну это, значит, Ксенофонтов Гаврил Васильевич. Угу. Вместе. Так, ну, нужно сказать, что, конечно, вот следующая фотография, тоже семейная фотография. Вот, но здесь мы видим уже ну, несколько повзрослевшие младшие дети, но здесь они не все, видите. Вот. Значит, потому что, например, Константин учился в Иркутске, закончил, значит, учительский институт, мог отсутствовать. Вот. Гаврил Васильевич Ксенофонтов. Здесь вот далее, значит, с двух сторон, вот двое мужчин по обе стороны, это уже зятья. Вот. Один из них Антипин, вот муж Татьяны, а этот Протодьяконов. Вот это его жена. А в центре вы видите родителей. Вот Гаврил Васильевич Ксенофонтов в молодые годы, потому что эта фотография, она тоже, по-моему, здесь есть. Ага, это в годы учебы. Вот это один из младших сыновей, который тоже был убит вот, в 20-е годы. Здесь Гаврил Васильевич Ксенофонтов во время Первой мировой войны, вот как раз он входил в комитет, да и организовал его комитет Красного Креста. Он являлся его членом и занимался сбором средств вот, для военных нужд. А ему помогает его жена, первая жена. Вот он женился, ну, после уже приезда в Якутск, значит, где-то ему было, он уже зрелым был, молодым человеком. Вот, поехал свататься, она дочь алёкминского купца, у него было две дочери, вот эта младшая Наталья и старшая. Вот, конечно же, он пришел свататься, и отец хотел, конечно, выдать свою старшую дочь, но ему понравилась младшая. Отец отказал ему, сказал, что она еще, ей было 16 лет, ну, приезжай, это так, через года 2-3. Вот. Ну, и он уехал ни с чем. Потом через год умер отец ее, Кандинский купец. Вот, и Ксенофонтов поехал и взял в жены. Вот ту, которая ему понравилась. Вот, но прожили они недолго. Вот. И при родах она умерла, так что детей от первой жены у него не было. Вот. Женился он второй раз, значит, уже где-то в конце 20-х годов. В 29-м году в архиве есть копия регистрации этого брака. Вот. Анастасия Рогова, вот, женщина тоже, значит, нужно сказать, что да, это удачный брак был, потому что она, хотя и работала, но создавала все условия для того, чтобы он занимался
уже научной деятельностью в тот период. Вот. Ну вот основные фотографии, да, какие вот, значит, в семье здесь нет фотографий, просто не успели сделать, фотографии его остальных братьев, так, поэтому я, значит, расскажу, сейчас я перейду на его портрет, вот, значит, Гаврил Васильевич Ксенофонтов, как я уже сказала, родился в 1988 году, но поскольку он был старшим в семье, родители, опасаясь, видимо, у них были неудачные, значит, обычно старшие, когда дети, первенцы, умирают, то, значит, используют, у якутов такой обычай был, когда они отдавали на воспитание другой семье. Так вот, Гаврила Васильевича поэтому отдали на воспитание родственника, вот, в отдаленное, значит, селение, и он там рос. Вот, до тех пор, пока не пошел в школу. Вот. Он учился в начальной приходской школе, вот, а затем уже, когда они переехали в Якутск, они, конечно, его уже взяли с собой, и он уже учился в реальном училище. Учился он прекрасно, у него была особая тяга к учебе, особенно хорошо ему давалась математика. Вот. Хотя он в будущем не связал с ней свою специальность, волей судьбы ему было, ну, он стал гуманитарием, но тем не менее в жизни ему это здорово пригождалось. И Гаврил Васильевич, конечно, ну, нужно сказать, что к 30 годам он стал профессиональным юристом. Но что значит быть юристом в тот период? Во-первых, нужно сказать, Якутский окружной суд возник в конце 90-х годов XIX века. Вот. До него фактически профессионалов с высшим образованием не было. Он один из первых, причем у него классическое образование. И, конечно, успешная его деятельность, она действительно благотворно сказалась на будущее, ну, можно тоже сказать, профессии его как политика. Потому что, значит, нужно сказать, что он, конечно, в совершенстве знал законы Российской империи. Это и уголовное право, гражданское, процессуальное. И поэтому его защиты были весьма успешными, поэтому люди, скажем так, стояли в очередь для того, чтобы он защищал в суде именно их. Ну, нужно сказать, конечно, в этот период формируется его характер, так, то есть проявляется буквально так, его целеустремленность, его, значит, стремление к справедливости. Вот. А многие решения суда, конечно, основывались именно на его, скажем, ну, на того, как он защищал. Причем нужно сказать, что, конечно, в тот период каждый тот подвергшийся суду человек, он имел тоже право то есть было обвинение и имел право на защиту. И нужно сказать, он свои дела все выигрывал. Ну, вот за короткий свой период он, конечно, снискал уважение населения. Причем не только в городе. Например, февральская революция его застала, когда он по делам защиты, конечно, ой, не слышно, слышно, да? Ага. Ездил в Вилюйск. И вот в Вилюйске его февральская революция застала. Вот. Таким образом, значит, он занимался своей профессиональной деятельностью до 1919 года. А в 1919 году мы с вами знаем, что да, уже окончательно установилась советская власть у нас в Якутии. Вот. И нужно сказать, что как раз в этот период он активно занимается, значит, политической деятельностью. Ну, прежде, если кратко рассказать, то, значит, ему принадлежит
значит, он является соорганизатором партии, либерально-национальной партии Якутский трудовой союз федералистов. Это, значит, популярность этой партии видно из того, что она имела 20 как бы комитетов, что ли, 20 филиалов, если можно сказать, и число... Фонит. Участников этой партии. Вот, поэтому она была, конечно же, достаточно популярной. Вот, и нужно сказать, что, значит, деятельность этой партии особенно проявилась во время выборов в учредительное собрание. Каждая партия, а здесь были отделения партий российские, здесь были и кадеты, и эсеры, и вот одна из ведущих партий оказалась национальная, вот либерально-национальная партия. Но она выступала в союзе с эсерами, и они выдвинули общего делегата в учредительное собрание, и им стал Гаврил Васильевич Ксенофонтов. То есть за него проголосовала большая часть населения республики. И просто она его хорошо знала, была в нем уверена в какой-то степени. И вот поэтому его успешная деятельность как, значит, адвоката, она сыграла такую положительную роль. Но нужно сказать, конечно, если говорить о его политической деятельности, то нужно сказать, конечно, большую, наверное, роль в формировании его политических взглядов, его, значит, принципов сыграло, значит, его увлечение, или поначалу так, а потом действительно его взгляды, значит, сибирского областничества. Он полностью разделял эти взгляды. Вкратце скажу, что с ними он не только познакомился, а приобщился, значит, в кружке сибириеведения в Томском университете. И там, нужно сказать, сложилась такая очень мощная плеяда людей, которые, значит, прежде всего это, конечно, Потанин, Идринцев, это его ученики уже там были, не сами они, а его ученики. И вот они считали, что Сибирь – это, значит, отдельная область, она имеет право на свою автономию. И, естественно, они добивались, но в рамках, конечно, России. В рамках России считали, что, значит, по экономическим ресурсам здесь, ну, скорее, наверное, бы шло развитие, так, естественно, примером они, пример видели в американском обществе, вот, и считали, что в будущем вот эта часть России будет подспорьем для всей Российской империи и будет способствовать развитию, ну, либерального общества, конечно, да, и капитализма в целом в России. Вот, поэтому они отстаивали свои взгляды. Но, естественно, они понимали, что малозаселенность Сибири и неграмотность, конечно, это та причина, которая может затормозить развитие Сибири. Поэтому прилагали огромные усилия для привлечения молодежи к, во-первых, к знаниям, вот, занимались, естественно, распространением этих знаний. И те, кто, значит, как-то был сопричастен или входил в этот кружок, они в будущем стали просветителями, то есть проводили большую просветительскую общественную работу. Вот. И Гаврил Васильевич тоже не стал исключением. По приезду после окончания университета он, конечно, собирался отдать всю свою жизнь этой профессии. Так? Но, тем не менее, как и все остальные, мы тоже занимался активной общественной работой. Тем более было чем заниматься. Ведь многие, окончившие высшее учебное заведение, они оставались там. Скажем, ему тоже предлагали. Профессор кафедры Розин предложил ему, значит, после стажировки одногодичной остаться на кафедре. Он отказался.
вот, в связи с тем, что хотел, да, посвятить себя вот, своему народу. И по приезду он действительно вот подключился к активной общественной работе. Во-первых, значит, нужно сказать, что здесь, значит, в Якутии отделение Императорского русского географического общества, он был ее активнейшим членом, вот, туда входили и полицейные, и туда же входили многие меценаты, вот, которые, ну, свои вложения делали, помогали материально. И нужно сказать, что, да, довольно-таки продуктивно работали. Ну и здесь нужно отметить, что он сблизился с Губельманом, это Ярославский, Емельян Ярославский, вот, и они понимали друг друга, поэтому в будущем они еще будут встречаться уже в Москве, и он будет, да, способствовать его научной деятельности. Вот, поэтому, конечно, вот эта бурная общественная политическая жизнь, конечно же, она формировала его как политического лидера. Вот. Он действительно, что еще способствовало его такой успешной политической деятельности? Он, естественно, родной язык тут говорить не приходится, он отлично говорил на своем родном языке, но он в совершенстве владел русским языком. Вот почему на это и обратили внимание вот, профессора университета, поэтому хотели его оставить, значит, на работе на кафедре. Но, значит, и, естественно, впервые его способность, значит, выступать ярко, причем, значит, речь у него была действительно, во-первых, достаточно простая, вот, подчиненная строгой логике. Вот. И, естественно, он уже набил, так скажем, руки, выступая на защите. А вот в политической деятельности, конечно, это ему пригодилось. Вот. Он отлично говорил тут же и на русском, и на якутском языках. И эти его речи, они в архивах хранятся. Я вот, да, с многими документами знакомилась, когда оформляла свою монографию. Вот. И нужно сказать, что она пригодилась ему именно во время политической его деятельности. Конечно, он много уделял просвещению, но, например, обращал внимание на постановку образования в школах, допустим. Ну, тогда, значит, уже реальное училище существовало, но он вот обратил внимание на один факт, недостаток. Он считал, что в сельской местности начинают образование учить русскому языку, абсолютно не объясняя. Вот, они запоминают, значит, формально. Предложения перевести не могли, поэтому вот так и заканчивали, не зная русский язык. Поэтому, конечно, он вносил свои предложения в реформу школьного образования тоже. То есть, конечно, он проделал огромную общественную работу и, естественно, состоялся как политик. Но в 1919 году, с приходом советской власти, с утверждением окончательным советской власти, значит, он был не прочь поработать по своей специальности основной, но, значит, мы с вами знаем, что советская власть обычно не пользовалась услугами старорежимных специалистов, и поэтому как можно избавлялась. Но время, скажем, не стояло на месте. В 20-е годы, особенно в начале, начались разборки, кто где был, чем занимался и как вредил, скажем, да, значит, ну, скажем, победе Октябрьской революции здесь. Вот. И многие, конечно, были тут же, значит, как мы говорим, репрессированы. Вот поэтому, значит, родители ему посоветовали поехать, значит, получать другую специальность. Он собрался стать ни много ни мало врачом. Вот. Но приехал с опозданием в Иркутский университет, уже сделал набор,
Поэтому, значит, поступил вольнослушателем, то есть пошел туда, где его приняли, на, значит, факультет восточных языков. Вот. И узнав, что он имеет высшее образование, тогда с высшим образованием-то людей мало было, тем более среди студентов, поэтому его сразу взяли на кафедру. Вот. И здесь он, конечно, очень много получил для себя знаний. Вот. Во-первых, он изучал восточные языки, он хорошо освоил вообще историю и Древнего Востока, и Средневековья, и это пригодилось в будущей его работе. Но нужно сказать, что когда мы говорим с вами о его деятельности как ученым, с чего это началось? Конечно, мы должны сказать, конечно, началось еще со студенческих лет, с кружка сибиреведения, видимо, потому что именно там, наряду, значит, с кружком, скажем, где, наверное, складывались его политические взгляды, вот, областнические, он, конечно, посещал этнографический кружок. Вот, поэтому там учили многому, значит, собиранию материалов этнографических, и он практиковал по приезду на каникулы домой. Вот, но был разочарован, вот, и писал о том, что пытался брать интервью у стариков. Старики как-то ему не доверяли, неохотно рассказывали, а потом вообще отказывались. Значит, какой-то молодой парень будет их допытывать, да что он понимает, так они считали. Поэтому он разочаровался. И, естественно, как-то забросил это дело, ну и его увлекла вот эта активная общественная деятельность, его профессиональная деятельность. Вот. И после, значит, естественно, поражения его идей, его идеалов, конечно, он решил, значит, продолжить свою жизнь, изменить профессию. И вот в Иркутске, значит, нужно сказать, он попал в очень такую интересную среду на кафедру археологии, этнографии, которой руководил знаменитый ученый Петри. Вот здесь, вот в этом котле, как раз варились первые ученые, уже советские ученые, которые сделали свое имя на изучение археологии Восточной Сибири и Якутии в частности. Я хочу назвать, конечно, имя прежде всего Окладникова, вот, археолога, который, значит, в годы войны как раз приехал и здесь собирал материалы вот, вдоль реки Лены. Вот. Долгих, тоже этнограф, который занимался опять-таки якутами. Вот. И, естественно, он приобщился к этнографии. Вот с этих пор он, значит, вот выбирает как бы вот эту вот свой путь, свою стезю в области этнографии, истории и фольклора. Вот. Конечно, нельзя сказать, что этот путь был таким легким ему сразу, значит, конечно, его признание пришло тоже не сразу. Трудно вообще его складывалась биография, вот эта заключительная его часть биографии, потому что, ну, прежде всего, конечно, некое недоверие существовало здесь. Вот, во-первых, и только после признания его в Иркутске и в центре Якутия стала поворачиваться к нему, как, скажем так, лицом. Ну, и сказывалось еще то, что здесь не было научных организаций профессиональных. Только в 1936 году Институт языка и культуры, значит, образовался во главе с Аюнским, и Аюнский его пригласил. Ну, кстати, он тоже участвовал в создании этого института, и Аюнский пригласил его для работы. Но что значит здесь работать? Работать здесь – это значит лишиться того материала, который необходим для ученого. Поэтому он, значит, попросил многолетнюю командировку, или, как говорят, стажировку в Москву, в подмосковный город Дмитров. Вот. И, значит, там он должен был
продолжить свою научную деятельность. Но вообще, значит, в самом начале, конечно, он занимался собиранием фольклорных материалов, исторических преданий, и он фактически поднял на совершенно невиданную доселе высоту именно этот материал. Фольклорный материал, собирал исторические предания, вот, как основу изучения древнейшей истории якутов. Второе его направление – это изучение шаманизма. Вот, он считал, что вот в этой архаике тоже, значит, как бы дремлет или не раскрыта вот культура древних, и он считал, да, древних народов, сибирских народов. И, конечно, был увлечен историей степной культуры, поскольку, значит, он считал, и это действительно так и было, якутов степными народами, так, пришедшими некогда, значит, вот в течение Средней Лены, вот он считал, да, что, значит, якуты совершенно не потеряли значит, своих качеств степняков. И нужно сказать, конечно, то евразийство, которое в советской исторической науке сложилось, оно не получило ведь развития, так? Впоследствии только мы это видим в Гумилеве, и то его работы не издавались. Только после его смерти они вышли в нескольких томах. Вот. И поэтому оно, значит, ну, было за бортом, наверное, да? И те, кто занимался вплотную евразийством, они оказались за рубежом. Вот это российские ученые. Вот. Ксенофонт был в курсе всех этих исследований. Мало того, он внес очень много нового в изучение евразийства именно вот в северных регионах. Потому что якуты были самыми северными скотоводами. Вот. И это вот, значит, поэтому он тщательно изучал не только духовную, но и материальную культуру. Естественно, много внимания уделял изучению культа Аи. Безусловно, он считал, что это религия якутов, даже очень много, что она здесь, она сложилась задолго до прихода сюда якутов, и здесь она получила свое новое развитие. Вот. И, естественно, изучал историю, тщательно изучал историю, поэтому изучал библейские сюжеты и проводил даже параллели, сравнения с циклом Илиады. Вот он, значит, собрал целый цикл этих произведений и назвал «Илиада». И очень много усилий приложил к изданию их, поскольку боялся, что действительно они могут затеряться, и они действительно бы затерялись, если бы не его жена, которая сохранила весь огромный архив. Действительно, архив очень огромный. Сейчас вот готовится, наверное, рассказывала Екатерина Назаровна, сейчас готовится оцифровка его архивов. То есть, и это, конечно, большое будет достижение. Вот, поэтому нужно сказать, что все наследие Ксенофонтова на самом деле сохранилось. У него же огромное рукописное наследие. Поэтому, как ученый, его имя еще далее будет раскрываться. Вот. Я в свое время, конечно, будучи студенткой, взяла эту тему, но и в аспирантуре мне пришлось поменять тему, поскольку, значит, как тогда говорили, обком партии не приветствует, да, но действительно, значит, поскольку он выступал, конечно, против не советской, то есть победы, значит, советской власти в Якутии, поэтому его считали врагом, и он был репрессирован в 1938 году вместе одновременно с Аюнским. А с Аюнским у него сложились хорошие отношения, можно сказать, приятельские.
они познакомились. Ну, тут были знакомы заочно, а познакомились более близко в Томске, где учился Аюнский, и, естественно, Ксенофонтов был там уже, скажем, по своим научной командировке. Вот. И нужно сказать, что, да, его поддерживали многие молодые, особенно молодые деятели партии, областного комитета партии. Вот, и он выступал с научными докладами о происхождении якутов в Москве в 20-е годы. Причем специально по приглашению тогда представителей вот этой якутской молодежи, но это та молодежь, которая здесь уже пополнила партаппарат. Вот. И как раз они успели, значит, их усилиями Ксенофонтов успел издать все-таки первый том «Уранхай Сахалар». Второй том остался неизданным. Ну, многие считают, что эта работа написана и утеряна, так? Значит, но мною тоже проводились поиски этой работы, но, значит, следов нигде нет. Скорее всего, он собирался как раз, материалы все были собраны, у него готовы, и прообраз этой работы должен был выйти тоже, значит, и участь постигла ее, ну, видимо, часть вот второго тома, так он, во всяком случае, об этом писал, она так и не увидела свет, вот, и буквально в типографии была арестована, изъята из печати. Вот. И вот наложен был арест на всю типографскую продукцию тогда института. Вот. И сам Аюнский был арестован. Вот. И после него сразу был арестован Ксенофонтов в 1938 году. Вот. Ну, его советская молодая интеллигенция, она поддерживала его научные труды, старались публиковать. Но, конечно, то, где он стал историком и где сформировался как ученый, это, конечно, был Иркутск. Он жил в Иркутске, там так и остался, занимался, значит, сбором материалов и неоднократно прибывал сюда. В связи с этим собирал фольклорный материал, вот, и состоялся как ученый. В 1937 году вышла его монография. Вот. Несмотря на его заслуги, конечно, как я уже сказала, не только он, но и вся семья фактически была подвергнута репрессиям. Ни одного брата, ни один из братьев не умер своей смертью, кроме одного из них. Значит, сейчас я назову, покажу вам, значит, так, Аркадий, так, тут его уже нет, сейчас мы посмотрим, так, он здесь вот стоит Аркадий, да, вот Константин в середине, да, и дальше в ту сторону, так, подождите-ка, угу. Аркадий здесь как раз вот рядом с Татьяной, там, это Аркадий. Аркадий тоже закончил вуз, механико-технологический университет в Москве, и тоже был репрессирован, ну, без таких оснований, потому что он как уехал учиться, так и остался, женился там, у него дети появились, вот. Значит, Павел, мы уже говорили об этом, он здесь был в конце 20-х годов, в 28 году был тоже репрессирован, вот. Далее, значит, это, так, сейчас мы посмотрим, значит, стоят, так, стоят Илья, Иван, вот Иван мы говорили, так, Илья, а в середине стоит Константин. Ну, Константин, он, значит, как я уже говорила, учился, закончил училище учительское, вот, и тоже, как тогда писали, сгинул. Так, значит, то есть шла как бы охота за семьей Ксенофонтова, за его детьми, вот, и, значит, вот младшего Илью я уже говорила, его просто во время его приезда на родину в Титары
его какая-то банда ребят избила до смерти. Вот так. Но Иван тоже был репрессирован, но позже он был сослан в ссылку. Вот, потом прожил недолго, вскоре умер. Но остались его дети. Ну, дочь до сих пор жива его, ей, по-моему, уже 90 с чем-то лет. Вот дочь жива и очень много сделала тоже для восстановления имени Ксенофонтовых. Вот, кто еще? Так, и один из братьев, значит, это, значит, уехал в Америку. Вот. Значит, тот, о котором я вам говорила, да, вот я говорила, сгинул, да, он как раз вот в Америке. Уехал в Северную Америку, есть фотографии, где он там с индейцами сфотографировался, и дальше уже неизвестно. Далее велись поиски через людей, но так и не нашли. Вот это тот, который вот в середине стоит, Константин. Вот. Уехал в Америку, да. Многие ведь, скажем, сбежали через Японию и далее в Америку. Вот такая вот славная семья, она исчезла. Что касается женщин, ну, их не могли, конечно, вот, не было у них оснований, но зато всячески, скажем, создавали определенные сложности, трудности, вот, значит, для них. И вот внуки с рассказов бабушки тоже рассказывали не о легкой жизни. Вот, когда, значит, во время 60-е годы, когда приезжал сюда Окладников, вот, он как раз напечатал одну из работ Ксенофонтова, вот, «Илиаду», правда, без теоретического введения. А теоретическому введению Ксенофонтов уделял большое внимание, но, тем не менее, он издал ее. И вот он гостил как раз у Елены, тогда она уже в преклонном возрасте была, и жила в деревянном доме, какой-то действительно уже в таком старом здании, и он ходатайствовал перед обкомом о выделении ей квартиры. И вот она получила квартиру, пожалуй, вот одна из всей этой семьи, которая прожила долго, вот, и сохранила память о своих близких. Что касается родителей, ну, родители, мать, естественно, задавленная этим горем, в 1938 году ушла из жизни. Отец еще долго, ну, продолжительное время жил, где-то к концу войны умер, вот. Но только тогда, когда уже стало понятно, что некого ждать. Вот. Но заботился уже о своих внуках. Например, жена Ксенофонтова, Гаврила Васильевича, она в годы войны прожила здесь. Вот. Он ее опекал всячески. Но вскоре они уехали тоже, как все это после войны уже. Потому что здесь тоже не давали проходу, как жене репрессированной. Ну, так и называли. Враги народа. Поэтому, естественно, подвергались осуждению всяческому, не принимали на работу, вот, или, значит, вот она несколько раз меняла место работы здесь, вот, а потом уехала туда, она сама из Красноярска, вот, ну, и вот такая участь постигла эту семью. Гаврил Васильевич, конечно, оставил огромное наследие, я уже говорила о том, что, да, оно будет издано, то есть станет достоянием всех, прежде всего ученых, которые могут этот материал обобщать и далее продолжать исследования. Вот так вот. Ну, на этом я закончу. Спасибо большое, Альбина Николаевна. Да, нет. Теперь желающие могут задать вопрос Альбине Николаевне. Такой человек к нам редко приходит, не каждый день. Очень интересно. Ну, конечно, хотелось много-много рассказать, да? У меня вот такой вопрос. Я пробежалась просто, потому что... Читал вашу статью в журнале «Илин», да?
97-го года. И там статья очень интересная, так как подробно там представлена вот та ситуация, очень такая, может быть, с некоторого взгляда людей, которые жаждущих перемен, да, это падение царизма, это поднятие духа и так далее. И там вот написано, что 400 человек было в партии федералистов. И это получается, ну, почти вся подавляющая часть якутской интеллигенции, да, то есть, ну, таких, она была вся в этой партии, но были же другие партии, например, да, да. Почему, да? Потому что, во-первых, достоверных историй, вы знаете, что документы, связанные с партией, вообще не сохранились. Вот. Это то, что в газетах где-то это что-то вот, вы знаете, там много газет издавались, и у него была своя газета, вот, что сохранилось там, где-то выуживали. Потом, вот вы знаете, газета «Восточная Сибирь», она тоже публиковала очень много материалов о Якутии. Вот. И, да, и вот за верность, так, я не ручаюсь, но дело в том, что, вы знаете, членство ведь менялось, да? Например, вскоре открыты были, особенно вот между 17-м и 18-19 годом, у нас же здесь все-таки шла как бы гражданская война, да? Вот. И вот этот период тоже, значит, увеличивалось количество членов партии, но они, вот видите, не зафиксированы. Я тоже это взяла из источников, да, что около 2000 считали себя членами. И это отнюдь не интеллигенция. Интеллигенция стояла вот у истоков, как говорится, да, как мы говорим, центральный орган партии, естественно, да, там интеллигенты, такие как Широких, известный, да, Гаврилев, вот, много там, Аросины, братья, это все выходцы из знатных зажиточных семей, но это те семьи, которые могли дать детям образование хорошее, да. Вот, Афанасьевы то же самое, да, эти тоже братья Афанасьевы. Вот. Так что сейчас, конечно, изучение интеллигенции идет. Вот, об Афанасьевых книга вышла, вы знаете, наверное, так? Вот. Ну, моя монография на дважды вышла в 2000 году. Я в 99-м только могла защитить. Потому что, собственно, обстановка стала меняться только в 90-е годы. Только и то, значит, где-то к середине ближе. А то как у нас бывает всегда, ладно, это временно, значит, завтра, да? Завтра все изменится. Вот. Это еще не факт. Вот поэтому вот так вот. И в 99-м защитила, в 2000-м вышла первый выпуск, скажем так, монографии, а в 2008-м уже вторая. Но названия у них разные. Вот. Первая – это Ксенофонтов научная и общественно-политическая деятельность, а вот вторая, вот название я сюда в заголовок ввела – ученый, политик, юрист. Угу. Альбина Николаевна, еще один маленький вопрос. Там в этой статье было, что вот, февральская революция застала Ксенофонтова в Вилюйском округе, где он же был правозащитник. Да. Там случилась вооруженная стычка якутов с русскими да, из-за земли. А там в документах есть, где это, в каком это улусе, может, Нюрбинский? Я вообще, это, скажем так, как раз в 90-е годы, что не было исследования, ведь архивы-то были закрыты. Когда я дипломную писала, там вообще ни о политике, ничего не было. И о его юридической работе тоже нет. То, что он в биографии писал, да, я вот это все включила. А потом уже из архива взяла, вот, значит, изучала я дела окружного суда. Так там осталось всего Сгулькин нос, понимаете, да? Но мне, значит, я наскребла 15 дел его, но там, конечно, этого не было. Угу.
Поэтому только так вот, как говорят понаслышке, да, потому что, значит, написано, да, его там застало, а вот как это и что там, да, неизвестно. И недавно прошла очень интересный круглый стол в Национальной библиотеке, где один уважаемый человек сказал, что такой мастер-историк, как Алексей Павлович Окладников, очень был благодарен Гаврилу Васильевичу за его труды, которые он использовал при составлении первого тома истории Якутии. Я этого нигде не читал. Вот это было для меня удивительно, потому что в самой книге там вообще сноски такой нет на Гаврила Васильевича. Дело в том, что, да, такие есть слухи, да, и если допускать это, да, в принципе, это возможно, понимаете? Человек, кто, враг народа, что пропадать будет работа его, да? Но фигура Окладникова, вот так вот, как говорится, между нами, да, как говорят, да, тоже достаточно противоречие в каком плане? Небольшое противоречие, совершенно не умаляю его роли, да? Вот там в моей монографии вы прочитаете, он, значит, когда он на издательство, значит, на издание свое представил вот эту Илиаду, да, и попросили отзыв. Там Окладников написал свои замечания, то есть еще такие отрицательные заметки. Вот. Ну, это возможно, он же ученый, там, как говорится, ничего личного, но это именно тогда, когда он еще не был репрессирован. Поэтому ученые имеют право высказывать свое мнение, как говорится, в лицо-то. Вот. Это было не после. Вот. Поэтому здесь ничего нет предосудительного, а в целом он в 1977 году издал Илиаду. Тоже это его заслуга. Вот. И, значит, пропагандировал действительно, потому что имя-то его действительно было предано забвению. И он приезжал туда, вот ходатайствовал за сестру его, вот так вот. Поэтому, нужно сказать, конечно, да, он один из немногих. А тут все как воды в рот набрали, здесь не было людей, которые бы могли вот так вот. Годагод и был свидетелем, он лично его знал. Он же у Петри тоже тогда учился, был, конечно, молодым студентом, а он-то приехал туда уже, 30-летним дядей. Но уже был образован, конечно, он выделялся. Вот, он и говорил хорошо, он лекции читал очень хорошие. Латинским владел, немецким. Да, владел. Он очень способный был к языкам. Занимался, там у меня в работе есть и литературными вопросами. Такой интересный вопрос. Лев Николаевич Гумилев, видимо, очень сильно восхищался. Уважаемые посетители, владельцы автомобилей, припаркованных у главного входа, убедительно просим до 16:30 переставить на боковую парковку парка. Потому что... Уважаемые посетители, владельцы автомобилей, припаркованных у главного входа, убедительно просим вас в 16:30 переставить машины на боковую парковку. Благодарим за понимание. Был такое интервью Льва Николаевича, что он сидел в тюрьме и вот читал там Уранкай Сахалар. И вот это на него оказало, видимо, влияние и большое в его исследовательской работе и вообще в стиле работы, да? Ведь он как-то... конечно, он вообще занимался этими проблемами, вопросов было много времени там действительно заниматься, он не терял этого времени. Вот. И, конечно, по мнению людей, я где-то читала, он достаточно восхищенно говорил. Вот, поэтому, его труды, нужно сказать, были известны за рубежом. Вот он был здесь в забвении, а за рубежом, значит, в 1955 году обнаружили его в архиве немецкого ученого Бля Штейнера, он этнограф сам, да, и его прямо все его труды нашли прижизненного издания. Это, по-моему, в Германии. Они их опубликовали? Так, и вот опубликовали уже позже, в 1955 году, как раз он был уже реабилитирован. Да, реабилитирован, и как раз ко времени его труды. Значит, в начале 90-х годов я опубликовала, собрала все работы по шаманизму,
Вот, вышла как раз международная конференция проходила здесь, по-моему, в 93-м году, к этому времени уже была издана. Вот так вот. Ну, а сегодня, конечно, вот если научное наследство богатое будет оцифровано, это будет, конечно, здорово. Ой, спасибо всем за долготерпение. Спасибо вам от нашего бесконечного внимания. И вот благодаря таким личностям, таким ученым люду, да, сообществу, наша республика и наше будущее Якутии, да и мы даже вот узнаем и все заново раскрываем вот имена тех личностей, которые вложили огромный вклад в дело развития своей родной Северной Якутии. Так ведь и благодаря таким ученым сообществам, как Альбине Николаевне, Екатерине Назаровне и многим другим, мы вот наше молодое поколение, да, даже мы вот старшее поколение, все узнаем заново и вновь, да. И благодарим вас, Альбина Николаевна, за то, что согласились, пришли к нам и рассказали нам о Гавриле Васильевиче Ксафонтове. И от имени исторического парка благодарственное письмо. Выражаем вам искреннюю благодарность за участие в проведении открытых лекций 135-летию Гаврила Васильевича Ксафонтова. Желаем вам благополучия, удачи, процветания и, главное, крепкого здоровья. Надеемся на дальнейшее наше плодотворное сотрудничество. И что вы пришли к нам, это многое значит. Разрешите вручить вам благодарственное письмо от имени нашего парка под подписью директора музейного комплекса «Моя история» Дмитрия Ивановича Соловьева. Так, и небольшой подарок. Спасибо большое. Конечно, мы, работники университета, мы за все отчитываемся. Это для отчета пойдет. Даже вот таким людям для отчета. Спасибо большое, конечно, да. Да, это надо. Ага, это надо. Вот это не забудьте, пожалуйста. Да, это возьмем. Спасибо за внимание. Всем успехов. Спасибо вам, Алена Юрьевна. Сейчас к вашему вниманию Кириллин Александр Васильевич, заведующий Республиканским музеем истории и государственности Республики Саха-Якутия имени Максима Кировича Амосова, выступит небольшим своим вот как бы видением, и давайте послушаем его. Краткая такая историческая справка будет. Вы знаете, что в прошлом году мы отмечали столетие нашего постоянного представительства в городе Москве. Это было одно из первых постоянных представительств, образованных при помощи основателя нашей республики Максима Кировича Амосова. Да? Знаете, да, вы студенты университета, носящего имя Максима Кировича Амосова, поэтому, наверное, хорошо знаете о Максиме Кировиче Амосове. Он учредил 16 марта 1922 года, одним из первых тогда в Советской России, постоянное представительство Якутии в Москве. И я вот нашел случайно в путевых заметках одного из защитников якутской интеллигенции, уроженца Намского Луса, Предезникова Ильи Николаевича, тоже известной личности, но тоже беспартийного, делегата 13-го Всероссийского, 4-го Всесоюзного съезда Советов. Этот съезды проходили в 27 году, поэтому информация о 27-м съезде. Он в марте выехал, 15 марта, и 3 апреля, как вот сказала Альбина Николаевна, постоянное представительство приглашало Гаврила Васильевича с его докладами о происхождении якутов. Так вот, Илья Предезников приехал 3 апреля и в постоянном представительстве вечером
он стал участником этого собрания, где с докладом о происхождении якутов выступил Гавриил Васильевич Ксенофонтов. После доклада, видимо, они встретились с Гавриилом Васильевичем, и Гавриил Васильевич пригласил его в Ялту. Тогда Гавриил Васильевич, видимо, укреплял свое здоровье и одновременно работал над происхождением якутов, эвенков и бурятов в Ялте. И вот Илья Предельников пишет, как он встретился 24 июня в Ялте с Гавриилом Васильевичем Ксенофонтовым. Ну, пришлось им немного поискать квартиру Гавриила Васильевича, и все-таки нашли эту квартиру. И вот что пишет Илья Николаевич Предельников, о чем говорил тогда ему Гавриил Васильевич. Как и в Москве, он говорил о том, что его оклеветали на севере, выдавая за сумасшедшего, что якутское представительство не поддерживает его, своего единственного ученого. Показал шкаф, где хранятся его научные труды, материал, собранный о происхождении якутов, о шаманизме и так далее. Говорил, что если скоро не поддержит его из Якутска, то он порвет всякую связь с Родиной, поступит на службу из-за нужды, а труды его издаст Бурятии, и тогда будет стыдно нам. Ну вот, видимо, тогда не слишком сильно его поддерживали. Об этом говорит Гавриил Васильевич. Просил меня помочь ему достать его статьи по общественным вопросам, печатающиеся в якутской печати, начиная с 1906 года. Кроме этого, он просил посодействовать систематической высылке ему всех выходящих в якутские изданий, для того, чтобы он был в курсе всего дела. Видимо, будет ждать от меня и содействия, пишет Илья Николаевич, об оказании ему якутского пособия, средств на издание его трудов, о чем было решено в Москве, видимо, это уже во время встреч в представительстве, и поручено это дело было не кому-то, а Ивану Николаевичу Винокурову, тогда он еще был постоянным представительством Якутии в Москве. И он пишет, что они посидели у него около 2 часов. Гавриил Васильевич его угостил пивом и попросил его зайти на следующий день. И вот 25 июня до обеда они вновь встретились с Гавриилом Васильевичем. Ну, тут уже, конечно, немного просто такой бытовой материал. Вот они побывали в музее, потом приехали домой, и Гавриил Васильевич уже ждал, были еще студенты из Якутии. И вот они, пишет Илья Николаевич, все, в том числе Гавриил Васильевич, пошли купаться. За плату 5 копеек с человека выкупались, вода была теплая и, конечно, соленая, был ветер, и волны перекатывались через нас. Потом вместе обедали в ресторане «Франция». Товарищи, вот студенты Ильи скоро попростились, так как в 2 часа ехали в Севастополь. А Гавриил Васильевич просидел у нас в номере около полчаса, полчаса посидел. Ну, вот такая вот интересная информация о жизни и деятельности, из жизни и деятельности Гавриила Васильевича. У меня все. Но если есть вопросы, могу, конечно, ответить. Ну, кстати, вчера Илья Николаевич Предельников был секретарем первого всеякутского учредительного съезда Советов, завершение которого отмечали вчера, да, 19 января. Вот и все. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, на этом завершается наши открытые лекции. Спасибо нашим студентам. Мои студенты, спускаемся вниз в зону буфета, я там вас встречу. Хорошо? Спасибо всем за присутствие. Моим студентам я потом вручу лично вот такие сертификаты. Они тоже для вашего портфолио надо будет. Копить надо.